Решение о достройке дома на улице Стахановской в Сыктывкаре остается в силе. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми. Для этого в декабре 2020 года региональным правительством был создан фонд защиты участников долевого строительства, который и должен заниматься дальнейшей судьбой дома. Однако здание до сих пор не передано в собственность фонда. Судебный акт о передаче обжалуется бывшим застройщикам. Заветных квартир дольщики ждут уже несколько лет. Ольга Коняева погрузилась в проблему. Дольщики дома на Стахановской живут в постоянном ожидании. Нервы на пределе, платят аренду и ипотеку. А своей квартиры как не было, так и нет. Многие годы люди снимают квартиры и платят. То есть, а кто вот это им компенсирует за эти годы? Ермакович, он банкрот, он ничего не может дать. У меня просто была квартира одна, тоже немножко ее продал и частично сюда вложил. Тоже, как и все, оказался неудел. Поэтому надежда, что власти закончат ту работу, которую они начали, в помощи дольщикам. В дом на Стахановской люди вложили 111 миллионов рублей. Компания «Вега» начала строить 7 лет назад, заключив 103 договора долевого участия. Получить ключи будущей новоселы надеялись еще в 2018-м, но сдачу объекта перенесли. Мы стоим уже год. Стоим, даже не представляете, по какой причине. Потому что администрация, не имея на то никаких оснований, не имея прав, просто не вносит изменения в разрешение на строительство. А там простые изменения. Перепланировка первого А офисного этажа в жилые помещения. Потому что офисные этажи, к большому сожалению, продажами не пошли. Мы продали одно помещение настолько по низким ценам, что намного ниже себестоимости, и так, конечно, продавать нельзя. Это в расчеты вкралась ошибка. Работа встала окончательно в мае 2019 года. Застройщик объяснил, что собранных с людей денег оказалось недостаточно. Но добровольно передать стройку для завершения отказался. Объявил себя банкротом. В 2020-м в отношении компании «Вега» открыта процедура конкурсного производства. А правительством региона, чтобы защитить права людей, создан фонд защиты прав участников долевого строительства. Через этот фонд и планируется завершить работы за счет федерального бюджета на условиях софинансирования из республиканского. Но до сих пор проблемный дом так и не передан фонду. Судебный акт о передаче объекта фонду в законную силу не вступил. Он обжалуется бывшим руководителем ООО «Вега» Виктором Ермаковичем в апелляционном порядке в арбитражном суде. Поскольку объект еще не передан, региональный фонд не может проводить конкурсные процедуры на право заключения контрактов и договоров в целях завершения строительства многоквартирного жилого дома. Соответственно, прогнозируется увеличение сроков достройки объекта, что приведет к невозможности передачи его участникам долевого строительства в 2023 году, как заявлялось ранее. Минстрой, кроме того, сообщает, в условиях нынешней экономики допускается изменить решение о завершении проблемного объекта на выплату компенсаций дольщикам. Решение может принять только наблюдательный совет Федерального фонда развития территорий, который и финансирует достройку. Но дольщики считают, что это будет неравноценная замена квартирам. Мне этой суммы не хватит на равноценное жилье, то есть это значит, что мне придется брать ипотеку под 20 и более процентов, и, соответственно, то есть я не смогу реализовать свои права. Мы готовы ждать. Конечно, это не может растянуться на 2 года, на 3 какие-то. То есть в кратчайшие сроки необходимо эту проблему решить с достройкой дома. Прошло уже сколько лет с начала строительства, и те деньги, которые были вложены, естественно, уже они на сегодняшний день, они не взять те квадратные метры, которые были тогда. Хотели бы, чтобы в этом году уже дом начал свое строительство. Глаз радовал, что мы надеялись, что дом будет сдан. Минстрой Коми отмечает, намерение по завершению строительства по-прежнему в силе. Это решение принято в октябре 2021 года Федеральным фондом и не отменялось. Ожидается, что в ближайшее время состоится встреча с дольщиками, чтобы выработать позицию по дальнейшей судьбе проблемного дома. Положительные примеры достройки в регионе есть. Это и Солнечный в орбите, и дома на Панево. Тогда сотни жителей Коми все-таки получили свои заветные квадратные метры. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал «Юрган».